Всем привет! Снова с вами Варвара Максимова. И совместно с OneClick это у нас уже третий экологический урок. И тема нашего урока сегодня – альтернатива. Как же мы можем с вами сделать полезное дело и не использовать много одноразовой посуды? Какие альтернативы есть? Я вам покажу сегодня лайфхаки, как сделать в быту, чтобы у нас меньше мусора производилось от нас с вами. Сейчас, у меня вам не видно, но я вам сейчас все покажу. То, что мы используем каждый день, но на самом деле есть альтернатива ему, чтобы не загрязнять окружающую среду. Это касается у нас, например, одноразовой посуды. В других европейских странах очень популярно, ребят, носить с собой свои столовые приборы. Столовые приборы носят с собой, и это нигде не крипово, то что это не crazy, как бы подумали, да? На самом деле важно носить с собой свои приборы. Во-первых, это гигиенично, а во-вторых, очень полезно для экологии. Следующее, то, что мы каждый раз, у нас есть урок физкультуры, хочется пить нам, да? В некоторых школах у нас стоят кулеры с водой. И что же рядом с кулером стоит? Одноразовые стаканчики, которые затем выкидываются безжалостно и, надеюсь, даются на вторичную переработку. Но на самом деле, если каждый из вас будет таскать с собой свой стаканчик, то это будет намного полезнее. Либо многие ученики таскают с собой воду в таких бутылях, получается, но, к сожалению, затем также пластик сдается. Но было бы выгоднее, если бы вы брали с собой свою емкость для воды. Можно наполнить ее из кулера, она удобна. Размеры практически одинаковые, ребят. Также, что касается любителей кофе, сейчас многие школьники любят выпить кофе, потусоваться в кафе, да? Либо вообще где-нибудь приходишь на мероприятие и просишь напиток с собой. И что же они тебе дают? Одноразовый стаканчик, да? Емкость. На самом деле, если вы любите кофе, либо напитки брать с собой, нужно просить собственную тару. Вот такие стильные, очень хорошие стаканчики. Термостаканчики можно всегда будет выпить горячий кофе где-нибудь на природе, или после урока, или во время урока. Вот. И, ребят, рекомендация теперь для ваших родителей, то, что у вас происходит дома. У многих есть пульт, он у нас с батарейкой, да? А вы знаете, что батарейка у нас относится ко второму виду опасных отходов. И как же нам сделать, чтобы меньше батареек нам покупать, да, и вообще употреблять ее? Брать аккумуляторные батарейки. Нужно оптимизировать производство отходов и пользоваться лучше аккумуляторными батарейками, чем обычными. Тем самым мы с вами спасаем экологию. Поднимите, пожалуйста, руки, ребят, у кого папа бреются. Им, наверное, много часто, да? Вот вижу много рук. Смотрите, станками пользуются, такими одноразовыми. Но на самом деле, ребят, эти одноразовые станки, название главное, одноразовые. Вот это последнее время, я не люблю слово одноразовый. Лучше взять многоразовый станок, это будет хорошая альтернатива. Затем у нас сейчас мамы-хозяюшки тоже любят пользоваться такими вот салфетками. Они одноразовые тоже, как я вот не люблю слово одноразовые, да? И они быстро заканчиваются, ребят. И на самом деле их вот никто не принимает на вторичную переработку, потому что это средства личной гигиены, поэтому они выкидываются. Я бы предложила, давайте вот использовать обычные кухонные салфетки, протирать посуду, затем ее можно постирать с хозяйственным мылом или с порошком и использовать еще много-много-много раз. Обожаю, да, можно использовать несколько раз. Плюс еще, к сожалению, лампы накаливания у меня дома нету. Можно сэкономить не только сделать полезное природе, да, но и сэкономить на электроэнергии, если мы с вами будем использовать такие лампочки. Они экономят не только энергию, да, но и заменяют несколько обычных ламп накаливания. Ну и самое основное, может быть, у вас в школе вы видели, например, доставки, да, если нам отказаться с вами от такой одноразовой тары и не покупать еду вот в таких емкостях, да, а брать с собой ланчи в таких прикольных боксах. Посмотрите, ребят, она очень классная в виде гамбургера, такого огромного бутерброда. Здесь еще есть ложка, от
одноразовый. Вот. И здесь можно еще хлебушек положить, и здесь ваш обед. Вот. Зато мы с вами не будем каждый раз выкидывать вот эти одноразовые емкости. Да, они сдаются на переработку, ребят, ну сколько можно кормить этих гигантов пластика. Дома, наверное, у всех есть мусорки, все выбрасывают в пакетах. Но как же было раньше? Почему раньше мусора меньше было? Почему сейчас стал вопрос о том, что мусора очень много? Это потому что, ребят, что сейчас происходит? Мусорное ведро, оно, видите, все дырявое и обязательно с пакетом, да? Но на самом деле можно, как наши бабушки и дедушки, выносить мусор в ведрах. Это, кстати, сейчас редко кого увидишь, но я стала сейчас видеть людей чаще, которые выкидывают мусор именно в ведра. Они не используют мусорные мешки, а это главное, ребят, потому что оно будет разлагаться сотни лет. И плюс еще отказаться от пакетов. Вот. Сколько мы с вами маечек в год-то забираем с магазинов, это целые тонны, и они выкидываются. И, кстати, многие используют их вместо мусорных мешков. Лучше брать сумки-авоськи. Они складываются, занимают мало места в сумке, в кармане. Их можно использовать много-много раз. А пакеты, они у нас потом выкидываются. Ну да, есть молодцы, которые на вторичную переработку, но перед вторичной переработкой нужно обязательно почистить. Я просто знаю реальные факты. И купить такую авоську, сейчас еще есть модные авоськи, они стоят по 10 тысяч. Но я вам предлагаю купить хотя бы простую, за 100 рублей, за 200 рублей есть в магазинах, и использовать ее, и отказаться совершенно от пакетов. Потому что на самом деле мы их потребляем очень много. Ребят, для вас у меня есть домашнее задание. У нас есть у всех пакетик для пакетиков или шкаф для пакетиков. Посчитайте, сколько у вас пакетиков, затем посчитайте, сколько вы пакетиков вообще в месяц приносите домой, да, каждый раз, когда ходите в магазин, и вы сами будете в шоке от цифр. Давайте отказываться от пакетов, говорить это родителям, знакомым, друзьям, и носить с собой авоськи. Они стильные, они модные, они в тренде. Давайте быть модными, экологичными. Вот. И надеюсь, все, что я вам рассказала, будет для вас полезно. Дома попробуйте посмотреть, что у вас есть, чем вы пользуетесь, что можно заменить на многоразовые. И особенно про эти классные ланчбоксы. Ланчбоксы вообще супер идея. И мне так нравится. Можно купить несколько ланчбоксов на разные дни недели и таскать в школу. Вот. И заменить обязательно на водичку. Не покупайте в магазине, а таскайте с собой. Из дома вода вкуснее. Всем спасибо. Пока. До новых встреч.